Третье воскресенье июня – День медицинского работника. Вместе со всеми, кто по зову сердца связал свою работу с трудной, но самой благородной профессией на земле, этот праздник отмечает коллектив городской поликлиники номер 1 Якутска. В Российской Федерации работает трехступенчатая система здравоохранения. А поликлиника номер 1 города Якутска относится к первой ступени. Это первичная медико-санитарная помощь. Это многопрофильное учреждение, которое обслуживает около 100 тысяч населения. Из них 25 тысяч детское и 75 тысяч примерно взрослое население, в том числе и подростки. И хочу сказать, что именно на первичном звене очень важно, чтобы работали именно очень профессиональные специалисты и была высокая организация работы самого учреждения. Потому что к нам приходят люди с улицы, вызывают на дом, и в течение нескольких минут у врача очень большая задача установить диагноз, составить план обследования и план лечения. И в зависимости от этого, конечно, дальнейшая судьба человека во многом зависит. Первым медучреждением, которое мы посещаем при любых симптомах заболевания, является поликлиника. Именно отсюда раскручивается маховик оказания медицинской помощи на всех последующих уровнях. И от того, насколько грамотным и профессиональным будет амбулаторно-поликлинический персонал, во многом зависит дальнейшая лечебная судьба пациента. Поликлиника имеет два здания. Основное здание по улице Кирова, 19, типовое, площадью 6132 квадратных метра. Введено в эксплуатацию в 1975 году. Плановая мощность 600 посещений в смену. В здании находится 2 терапевтических отделения, 2 педиатрических отделения, женская консультация, физиотерапевтическое отделение, отделение профилактики, отделение медосмотров, диагностический центр, дневной стационар на 33 койки, городские детские травматологические и хирургические кабинеты. У нас уже регулярно ведется система переоснащения первичного звена. У нас есть необходимая лучевая диагностика, лабораторные исследования, функциональная диагностика. То есть это все на современном уровне. И самое главное, что это профессиональная подготовка и переподготовка врачей. Врачи всю жизнь учатся, что само по себе оборудование без врача ничего не значит. Основой системы здравоохранения является врач и пациент, и взаимоотношения между врачом и пациентом. Самое главное – это врач, который умеет эти все новшества внедрить, провести правильную оценку состояния больного и назначить именно то лечение, которое необходимо для пациента. А для этого я еще раз повторюсь, что необходимо постоянно обучаться, и важны очень такие человеческие качества, как неравнодушие и милосердие. Одним из крупнейших подразделений первой поликлиники является отделение лучевой диагностики. Кроме населения города Якутска, оно обслуживает пациентов из пригорода и улусов республики. Для пациентов доступна флюорография, компьютерная томография, рентген и рентгеноскопия. У нас аппарат по ФЛГ современный, называется, даже название у него такое, что цифровой малодозовый аппарат для исследования рентген органов грудной клетки. Такое название у него. Исследования мы проводим компьютерную томографию и ультразвуковые исследования. Отделение большое, 6 врачей-рентгенологов, 8 лаборантов, рентген-лаборантов, 10 врачей ультразвуковой диагностики, 7 медсестер. Оказываем консультативно-диагностическую помощь. Поликлиника обслуживает детское городское травматологическое отделение. Работаем в 2 смены, включая выходные, субботние и праздничные дни. У отделения своя регистратура, а для маломобильных и лежачих пациентов отделение лучевой диагностики отправит специалиста УЗИ с аппаратурой на дом. Сегодня медикам не приходится нащупывать проблемы пациента. Тайное становится явным с помощью аппарата ультразвукового исследования. И, конечно, врача, который умеет не только смотреть, но и видеть. Метод УЗИ сам по себе диагнозов на экран не выводит. Все выводы делает доктор, и точность диагноза зависит от того, насколько профессионален врач и сколько ему позволяет увидеть аппарат. Данное отделение первой поликлиники обслуживает более 83 тысяч пациентов. Результаты обследования лучевого отделения позволяют своевременно направлять пациентов к узким специалистам для оказания помощи и назначения лечения.
Ведущей в оказании медицинской помощи в поликлинике является участковая служба. При соблюдении участково-территориального принципа в поликлинике номер 1 организовано 2 терапевтических отделения, которые работают в 2 смены. За каждым отделением закрепляется определенная территория, которая делится на терапевтические участки. На территории каждого участка проживает в среднем по 1700 человек в возрасте от 18 лет и старше. На каждого участкового терапевта есть свое население численностью более 1700 взрослого населения. Также наше отделение включает специалистов, такие как ревматолог, кардиолог. В отделении у нас всего 14 терапевтических участков, соответственно, работает 14 участковых терапевтов. И наше отделение еще включено дневной стационар. Дневной стационар у нас рассчитан на 24 койки, работает в 2 смены дневной стационар. И этот дневной стационар у нас обеспечивает не только от терапевтов пациенты, но со всей поликлиники, со всех специалистов. В своей работе врачи-терапевты уделяют серьезное внимание пациентам профилактической медицины, что позволяет предупредить развитие заболеваний, а также диагностировать и лечить их на ранних этапах. Большое внимание уделяется лечебно-диагностической работе. Детское отделение первой поликлиники города Якутска – это 5 отделений, обслуживающие 24 тысячи детского населения, 2 педиатрических отделения, отделение восстановительного лечения, отделение медицинской помощи и кабинет детской иммунопрофилактики. В детском отделении 24 педиатра и 12 специалистов. Помимо прикрепленного населения, отделение обслуживает 23 школы и 20 детских садов. Заблаговременно специалисты проводят в детских садах медицинские осмотры, чтобы к 1 сентября эти дети пошли в школу, минуя поликлинику. Педиатр должен обслуживать 800 детей прикрепленного населения. Но кроме этого к нам приходит неприкрепленное население, которое обращается за медицинской помощью, и мы им не отказываем. Но с учетом неприкрепленного населения у нас немножко, где-то около 900 выходит детей на педиатра, на одного участка, на одного врача-педиатра. Так как мы находимся в центре города и обслуживаем очень большее количество детского населения, фактически 1/3 городского детского населения, нам, конечно, хотелось бы, чтобы помещение нам по площадям было побольше. Есть в детском отделении стойка центра сопровождения пациентов. Теперь не обязательно отвлекать врача, чтобы получить направление на анализы или талон на молочную кухню. В нашем детском отделении, в филиале открыт детское отделение восстановительного лечения, где у нас получают восстановительное реабилитационное лечение дети с неврологической патологией. Кроме детской педиатрической службы, которая оказывает педиатрическую помощь, у нас есть это отделение, которое работает очень эффективно, и родители и дети очень довольны. С 2008 года работает филиал поликлиники по улице Семена Данилова, 30/1. 1979 года постройки, площадью 2464 квадратных метра. В филиале работают отделения семейных врачей на 8 участках, 3 педиатрических участка, эндоскопический кабинет, дошкольно-школьное отделение, детское отделение восстановительного лечения, в составе которого дневной стационар на 7 коек. Также централизированный городской онкологический кабинет с 5 койками дневного стационара. В 2013 году открылся респираторно-восстановительный центр. Мы оказываем медицинскую помощь по направлению аллергология для пациентов с заболеваниями органов дыхания, с аллергическими заболеваниями для всего населения города Якутска, включая детей и взрослых. Вызвать врача на дом или записаться можно по номеру колл-центра 300 003. Также работает номер горячей линии 8 800 234 34 46. Отделение хирургии первой поликлиники оказывает хирургическую амбулаторную помощь взрослому населению, привязанному к поликлинике. В структуре хирургических кабинетов предусмотрены помещения для приема больных, перевязочные, чистые и гнойные, операционные, палата для пациентов после хирургического вмешательства. В состав отделения входит хирургический кабинет, отоларингологический кабинет и стоматологический кабинет. Врачи оказывают первичную хирургическую помощь, а также диспансеризацию проводит население по профилю хирургических заболеваний.
Отделение хирургии работает в тесном контакте со всеми другими лечебно-диагностическими службами поликлиники, а это позволяет комплексно и своевременно обследовать пациента. Женская консультация первой поликлиники имеет 10 акушерско-гинекологических участков. Обслуживаются женщины, прикрепленные по полису ОМС. В настоящее время работает 10 врачей на 10 участках. Женская консультация, специфика такая, мы отвечаем за две жизни. За жизнь беременной и за жизнь будущего ребенка, который она носит. У нас, например, женского населения сейчас 35 171. Из них где-то родного возраста 25 641. Встали, если на учет, я считаю, что они доверили свое здоровье, еще плюс здоровье своего будущего ребенка, поэтому они должны слушать советы врача. Записаться на прием в женскую консультацию можно без проблем через информат, по телефону, в регистратуре или по интернету. То вы должны пройти медицинский осмотр или медкомиссию. Мало кто знает, что получить такую справку можно, обратившись в первую поликлинику Якутска. На все виды нашей деятельности есть лицензия, на всю поликлинику, то есть это все медицинские осмотры. Но с собой обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность, это паспорт. Также у нас есть предрейсовые, послерейсовые осмотры, предварительные, периодические, ну и вообще все виды медицинских осмотров. Для удобства пациентов есть предварительная запись на медицинский осмотр или услуги по телефону 727 455. Результативность и эффективность работы в значительной степени определяется кадровым потенциалом. Главным делом своей жизни они избрали ответственную, трудную и в то же время нужную и благородную миссию – сохранять, поддерживать и возвращать людям здоровье. Уважаемые коллеги, друзья, примите искренние поздравления с нашим профессиональным праздником Днем медицинского работника. От имени всего нашего большого коллектива поликлиники номер 1 мне бы хотелось пожелать вам прежде всего здоровья. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы ваши профессиональные качества всегда были достойно вознаграждены. Позвольте вам пожелать крепкого здоровья, семейного, финансового благополучия. С праздником вас! Забытое искусство врачевания увидит свой талантливый рассвет. Мы маленькая бухта сострадания в открытом море горестей и бед. Ты древним мудрецам не прикословь, и тайные откроются миры. А вера и надежда и любовь — три наши медицинские сестры. Медицина — наше имя, наша радость, наша боль. Медицина, медицина — это больше, чем любовь. Медицина, медицина — это больше, чем любовь. Богатство, добываемое с кровью, и золото, сверкнувшее во мгле, и все-таки надежное здоровье — единственное благо на земле. На землю время трудное пришло, земле необходимы доктора. Пускай уйдет воинственное зло, настанет милосердие пора. Медицина — наше имя, наша радость, наша боль. Медицина, медицина — это больше,
спасительная бухта сострадания укроет от сомнений и невзгод. Великое искусство врачевания больное человечество спасет. Ты к этому служению готов, рецепты безошибочно добры, а вера и надежда и любовь — три наши медицинские сестры. Медицина — наше имя.